Вечерний эфир ТНВ в прямом эфире продолжает новости Татарстана. Здравствуйте, в студии Лисан Сабирова и в начале о главном. Новая линейка сувениров к чемпионату мира по футболу. По мотивам Баку и Рванче сделали колоду. О том, как «Золотые руки» создают новые тренды. Альбина Слугараева. Работа впустую. Остаток зерна на складах на сумму 1 миллиард 680 миллионов рублей. Какие проблемы сегодня беспокоят фермеров, узнал Салават Мухаммадулян. Спасая жизни. Что это, да, это сердечко будущего вашего ребенка. Как отговаривают мам не делать аборт, а родить. У Альбины Минибаевой. Делами славен. Нижнекамскнефтехим, его детище КамАЗ. 90 лет исполняется со дня рождения Фикрята Табеева. Какие еще предприятия были построены в период его работы в Татарстане, узнал Рамиль Шайдуллин. Создавать новые бренды, делать товар еще более качественным и искать рынки сбыта. Такие задачи стоят перед Казанским техникумом народных художественных промыслов. Учебное заведение сегодня посетил президент республики. В техникуме сообщили, что планируют создать парк ремесел, где студенты смогут продвигать свои работы. Как народные промыслы вплетают в тренды. Альбина Слугараева. Вот как он закругляет, да? Так же ты будешь закруглять. Резьба по дереву – одно из направлений техникума. Сегодня на курсе 18 человек. В основном юноши. Казалось бы, профессия не популярная, но ребята видят плюсы. Это удовольствие получаю и нужно зарабатывать. Деревянные панно, барельефы, элементы мебели, декоры и сувениры. Но все это в основном дипломные работы студентов. Чтобы получать коммерческие заказы, нужна технологическая перезагрузка. Нам надо, наверное, учиться, во-первых, самим преподавателям учиться, учеников учить, оборудование, соответственно, другое совсем должно быть. Красиво, как живая. Оценил работы студентов и президент республики. Главная цель техникума не только обучить высококвалифицированных специалистов среднего звена, но и изучение, сохранение и развитие народных промыслов, ремесел. В этом помогают современные технологии. Помогает в учебе и современной технологии так. Рисунок загружается в компьютер, затем его вышивает машина. И если для создания такого рисунка человеку нужно было бы 1,5 дня, машине 1,5 часа. Сегодня в техникуме 127 студентов, половина иногородние. Учат гончарному искусству, шитью, работе с кожаными изделиями. Тут же ювелирная мастерская и в буквальном смысле золотые руки учебного заведения. Фанур Валиуллин – победитель регионального этапа чемпионата рабочих профессий. Учился, потому что появилось желание именно стать чемпионом, стать лучше, повысить свои навыки в определенном деле. Президент поручил расширить линейку изделий и сделать ее более модной и продаваемой. В свою очередь он пообещал помочь с общежитием и рассмотреть вопрос о включении в состав учебного заведения ресурсного центра. Это позволит зарабатывать и сдавать оборудование в аренду. А в техникуме, в свою очередь, сообщили, что в планах открыть парк народных промыслов. Хорошо, если бы один сквер был за вами, и летом вы бы там организовывали продажи и мастер-классы. Пока же туристы в основном покупают китайские сувениры, но мы вполне способны конкурировать. Кстати, к чемпионату мира по футболу в техникуме уже начали готовить продукцию в лучших трендах татарских традиций. Альбина Слугараева, Ринат Сафин, ТНВ, Казань. Особые проекты особой зоны. Министр финансов России Антон Силуанов сегодня впервые побывал в особой экономической зоне Алабуга. В сопровождении президента Татарстана он прошелся по цехам деревообрабатывающего завода, автосборочного предприятия и производства двигателей. После министр принял участие в совещании по приоритетным инвестиционным проектам. В Камском промышленном кластере планируют их реализовать на 1 триллион рублей. Антон Силуанов оценил, как Татарстан умеет привлекать инвестиции, и отметил, что Минфин страны готов разрабатывать инструменты, чтобы подстегнуть дальнейшее инвестирование. Личные подсобные хозяйства республики получат 360 миллионов рублей. Это компенсация за потери при реализации молока. Выплаты начнутся с понедельника. Возместят убытки и крупным игрокам молочного бизнеса Татарстана в расчете 3 рубля за литр. О поддержке и проблемах сельхозпроизводителей сегодня говорили на съезде Ассоциации фермеров республики в Казани. Как в закромах оказалось больше 1,5 миллиарда невостребованных рублей и как планируют поддержать фермеров. Салават Мухаммадуллин. Пока божьи коровки не отпускали пшеницу, а комбайнеры вовсю ее молотили, зерно копилось в ангарах. Скопилось аж на 1 миллиард 680 миллионов рублей. Как говорят сами фермеры, урожай есть, а радости нет. Время дикого рынка проходит. Необходимо и у нас в головах, и
в регионах, я имею в виду в Татарстане и в целом по Российской Федерации, здесь необходимо навести, конечно, порядок. Для решения проблем по переработке и реализации сырья на республиканском уровне было принято решение о строительстве агропарков. В скором времени они появятся в 17 районах республики. Первый – в Заинске. Как раз на его прилавках планируют увидеть плоды своей работы Ильшат Хабибуллин. Он член кооператива «Фермер». Мелкие сельхозпроизводители объединяются, работают с одним постоянным посредником, который перерабатывает и реализует товары в агропарках. Члены кооператива крестьянско-фермерского, они, во-первых, имеют возможность сбывать свою продукцию по гораздо более высокой цене, чем посторонние поставщики агропарка. К сокращению пропасти между фермерами и покупателями сегодня призвал и профильный министр. Икра с крупными сетевиками менее подконтрольна. За примером далеко ходить не нужно. Предложение превысило спрос, и закупочные цены на молоко резко упали. Итог – отрасль нуждается в субсидиях. Районам, сельским поселениям для лично подсобных хозяйств отправим эти 360 миллионов рублей для компенсации, скажем, потери населения от реализации молока лично подсобных хозяйств. Также с понедельника до 8 марта мы обязательно направим юридическим лицам уже из расчета 3 рубля на литр молока. Это тоже в порядке компенсации. Поддержку получат и так называемые микрокооперативы. Это когда жители деревни решают сеять свои огороды на сбыт. Салават Мухаммадуллин, Марат Саидгараев, ТНВ, Казань. Расстояние огромное, проблемы схожие. Они говорят участники Всероссийского схода предпринимателей татарских сел. Сегодня они отправились в деревни, чтобы воочию увидеть, как развивается малый и средний бизнес в глубинке. В качестве примера Алькиевский район – один из лидеров республики по количеству семейных ферм. Востребован ли татарстанский опыт? Алина Бережная. Еще вчера обменивались опытом на конференциях, а сегодня наглядный практикум. 750 представителей малого бизнеса и фермерских хозяйств со всей России в Алькиевском районе изучают опыт татарстанских предпринимателей. Также умело играют на инструментах, как и ведут хозяйство. Это семейная ферма Гимадиновых. В хозяйстве 24 коровы. С 2004 года начал как фермер. В 2012 году по программе семейной фермы построили на 24 дойных коров помещение. У нас таких семейных ферм таких нет, можно сказать. Потому что так народ, молодежь уходит в города. А сколько еще осталось, они вот, которые сейчас начали с 90-х годов, где-то 92-х годов, вот они сколько занимаются. Вот. Ну а земли у нас, можно сказать, нету. Тяжело и с реализацией продукции. Резко снизились закупочные цены на молоко. Об этом говорят повсеместно, как республиканские фермеры, так и из других регионов. Цены на полках не изменились, то есть в магазинах цены не изменились, но изменилась цена на сырье. Завезли очень много сухого молока, в связи с этим цены на сырье упали. Удивили гостей и конной фермы. Создание таких комплексов – пример остальным. Делегаты говорят, фермерам Татарстана мощную поддержку оказывает республика, чего не хватает сельским предпринимателям регионов. Но проблемы одни. Здесь больше господдержки, как бы чувствуется, что есть возможность купить что-то. Но расстраивает то, что цены на зерно, как и здесь низкие, так и у нас цены одинаковые. Впечатлил размерами и объемом производства завод по переработке семечек. Таких крупных предприятий по всей стране единицы. Ну, вот сейчас посмотрели, маслобойный цех называется, или как завод. Ну, это прекрасно, прекрасно. То есть нам есть что принимать опыт, откуда взять. Завершится съезд завтра. В итоговом заседании планируется участие Рустама Миниханова. Здесь же халяльную продукцию и товары народных промыслов представят регионы на специальной ярмарке. Алина Бережная, Марат Зайдуллин, ТНВ, Алькиевский район. Молодым родителям должно быть проще, а одиноким мамам в кризисных ситуациях комфортнее. Сегодня в Казани проблему обсуждали за круглым столом общественники. О проектах, которые они предлагают, Альбина Минибаева. У меня даже нет качели, где я могу покатать ребенка. Мне вот этого не хватает конкретно. Поэтому мы покупаем качель домой и катаем дома ребенка. Для молодой мамы Виктории Гениатуллиной все в новинку. Год как в декрете, и любая помощь не будет лишней. Еще 6 месяцев, и декретные выплаты прекратятся. Ты уже как будто бы не его воспитанием занимаешься и развитием, а как бы занимаешься тем, чтобы обеспечить ему те же подгузники,
какое-то веселое времяпрепровождение. Молочной кухни, наверное, хотелось бы, чтобы расширили категории льготников. Поддержать молодых мам, особенно тех, кто оказался в сложной ситуации и думает об аборте. Таким девушкам медики показывают куклы, которые повторяют развитие плода и дают послушать биение маленького сердца. Прежде всего речь о социальных абортах по социальным причинам. Это действительно самый большой потенциал в изменении демографической ситуации. Направить 3-4 триллиона рублей на поддержку материнства и детей. Сумму инвестиций в будущее поколение на ближайшие 6 лет озвучил Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. Это большая, но не запредельная реалистичная цифра. Это на 40% больше, чем за предыдущие 6 лет. За прошлый год количество абортов снизилось на 20%, но половина всех операций по инициативе женщин. Рожать, а не избавляться. Над этим работают и медики, и общественники. Увеличить количество медико-социальных кабинетов в женских консультациях, увеличить, может быть, даже количество организаций, которые занимаются такой помощью, потому что на данный момент, на самом деле, в Татарстане их немного. Семья, когда есть проблема, не пойдет в министерство, в Кабмин не пойдет, так ведь? А куда пойдет? Если есть общественная организация, где можно душу выложить, проблемы свои высказать. Сами общественники считают, должен быть и контроль, ведь на любой социальной проблеме немало желающих заработать. Результат должен быть один – больше первенцев, которых стало меньше с 2016 года. Альбина Минибаева, Амир Залюшев, ТНВ, Казань. Ветеран Великой Отечественной, врач-офтальмолог Евгения Маслова сегодня отмечает вековой юбилей. С днем рождения ее поздравил глава Минздрава Марат Садыков. В 22 года Евгения Яковлевна ушла на войну операционной сестрой. Она видела ужасы и Харьковского фронта. Сотни погибших и раненых. День и ночь санитары, врачи не отходили от операционных столов. Уже в мирное время больше полувека она проработала в РКБ. Ушла на пенсию в 75 лет. Она получила поздравления от Рустама Миниханова. О продолжительности жизни и развитии медицины сегодня говорил Владимир Путин на медиафоруме ОНФ. В Калининграде он сообщил, что принято решение направить 2,5 миллиарда рублей на подготовку специалистов и приобретение тренажеров для обучения медиков при проведении сложных операций. Не только готовят специалистов, но выпускают такие симуляторы в Казани. Во время своего визита в Татарстан Владимир Путин побывал в этом медцентре, и сегодня его привел пример участникам медиафорума. Вчера еще есть одно решение на 2,5 миллиарда, по-моему, 2,5 на подготовку специалистов. Это выделенные деньги на приобретение тренажеров для обучения медработников при проведении сложных, и каких угодно операций. Это один из таких вот очень востребованных современных способов подготовки медицинских кадров. 2,5 миллиарда. Тем более, что у нас в некоторых регионах, скажем, в Татарстане, где я недавно был, там начали сами производить эти тренажеры. Причем очень хорошего, высокого уровня. Это новости Татарстана, и смотрите далее. Отпечатаны и готовы к доставке. Количество бюллетеней соответствует количеству избирателей. В Татарстане завершили печать избирательных бюллетеней для голосования. Подробности у Анны Городновой. Делами славен Нижнекамск нефтехим, его детище КамАЗ. 90 лет исполняется со дня рождения Фикрята Табеева. Какие еще предприятия были построены в период его работы в Татарстане, узнал Рамиль Шайдулин. В республике появится первый в России аквакультурный кластер. Рассматриваются предложения по разведению лосося и креветки. Разведение осетровых обсуждали сегодня в Доме правительства. Рустам Миниханов встретился с заместителем руководителя Федерального агентства по рыболовству Василием Соколовым и президентом Союза осетроводов Александром Новиковым. Совместные проекты обсуждали сегодня и на другой встрече. Рустам Миниханов встретился с заместителем министра связи и массовых коммуникаций страны Сергеем Калугиным и генеральным директором РТ-Информ Камилем Газизовым. Сотрудничество с Узбекистаном обсуждали уже в губернаторском дворце Казанского Кремля. Там прошла встреча с хакимом Ташкентской области Узбекистана Гуломжоном Ибрагимовым. Татарстан заинтересован в поставках в республику промышленной продукции. Чтобы мы дальше сотрудничали на примере наших регионов, надо показать активность, тем более в центральный регион Узбекистана.
30 тонн бумаги и почти 700 килограммов краски. В Татарстане распечатали избирательные бюллетени для голосования на выборах президента России. Сегодня они были приняты Центризбиркомом. Подготовлено 2 миллиона 935 тысяч 867 бюллетеней. Именно столько избирателей в республике. Кто будет доставлять их в города и в районы, расскажет Анна Граднова. В государственных языках. Фамилии кандидатов в алфавитном порядке. Каждый бюллетень с высокой степенью защиты. У обычного защитная марка и сетка на лицевой стороне для бюллетеня, который будет считать электронное устройство на оборотной. Здесь будет марка, которая изготовлена в госзнаке. Соответственно, и вот эта танкерная сетка, она не позволяет подделывать эти бюллетени. Подсчет и целостность упаковки. Представители ЦИК проверяют палеты с бюллетенями. Они уже расфасованы по районам и городам республики. Всего для голосования на выборах президента России изготовили 2 миллиона 935 тысяч 867 бюллетеней. Мы 24 февраля получили утвержденные образцы, подписанные Центральной избирательной комиссией Республики Татарстан, избирательные бюллетени. По вчерашний день работали в круглосуточном режиме. 30 тонн бумаги и почти 700 килограммов краски. Печатали бюллетени на самом современном оборудовании. Забракованные листки. Там, где испортилась бумага, шрифт или потекла краска, в присутствии членов ЦИК пустили в резальную машину. Эти избирательные бюллетени сейчас отправятся в управление специальной связи республики. Там палеты еще раз плотно упакуют и опечатают. А уже с 4 марта бюллетени начнут доставлять в территориальные избирательные комиссии по городам и районам республики. Анна Городнова, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Сегодня утром Минтимира Шаймиева началось в избирательном штабе Владимира Путина. Он, как доверенное лицо кандидатов в президенты, встретился с волонтерами его штаба. О чем говорили и чем сегодня занимались штабы других кандидатов, расскажет Дмитрий Аренин. Мы выбирали из нескольких вариантов, но вот эта комната нам показалась самой какой-то теплой, вот у нее аура какая-то хорошая. Вот это Казань, видно? Самый прочный. Самый прочный по конструкции. Республиканский штаб Владимира Путина сегодня посетил Минтимир Шаймиев. Вместе с другими доверенными лицами и волонтерами говорили о программах, реализуемых в нашей стране, обсуждали задачи, которые ставит Владимир Путин. Также госсоветник Татарстана, Герой России, рассказал, какими качествами, на его взгляд, должен обладать лидер страны и какая ответственность на него ложится. Что за эта работа президентства? Ты заложил себе служение людям. Ты добровольно дал согласие и пошел на эту работу. Я же уже такие вещи не с чужих же слов говорю, значит. Ну, коль ты положил себя, как говорится, на эту службу, да, ты себя в хорошем смысле и ином смысле ты себя обрел. Ты служишь. Его слова, они очень сильно повлияли на нас. Будем дерзать дальше. Также сегодня в штабе Владимира Путина прошла встреча с его доверенным лицом Екатериной Красиковой. Впечатления от встречи с волонтерами регионального штаба у меня самые теплые, потому что это был действительно интересный диалог с двух сторон. Это была встреча единомышленников. Идет работа и в республиканском штабе Григория Явлинского. У нас едут из Москвы сумки для агитаторов, в которых будет тоже агитационный материал. То есть люди будут разносить его по своим домам. Татарстанские сторонники Ксении Собчак сегодня занимались агитацией, распространяли на улицах печатную продукцию. Холодно, но терпимо. В республиканских штабах кандидатов в президенты Бориса Титова, Максима Сурайкина, Владимира Жириновского, Сергея Бабурина и Павла Грудинина также продолжается текущая предвыборная работа. Дмитрий Арин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Личное дело, которое стало делом республики. Сегодня в торгово-промышленной палате состоялась премьера фильма «Личное дело» Фикрата Табеева. Первыми его увидели семья первого секретаря Татарского обкома КПСС и его многочисленные коллеги. Фильм подготовлен к столетию Татарстана. 52 минуты вобрали в себя воспоминания близких и коллег и самые интересные факты из биографии государственного деятеля. От студенческого знакомства с будущей супругой до получения должности посла СССР в Афганистане. А главное – его заслуги как создателя нового Татарстана. Если говорить так, заложил во многом при его участии, организаторской способности, вот нефтехимия, переработка нефти, авиации и так далее. Надо, чтобы и молодежь, и другие поколения помнили об этом.
История жизни или жизнь как история. В Госархиве Татарстана сегодня показали и документы, связанные с самыми значимыми для республики моментами жизни Фикрата Табеева. С его именем связано и строительство КАМАЗа, и появление на карте мира Нижнекамска и Челнов. Как его настойчивость помогала Татарстану стать по-настоящему промышленным и известным, а труды экономически развитым. В «Фактах и лицах» увидел Рамиль Шайдуллин. На этой фотографии закладка первого камня, на котором будет стоять КАМАЗ. Закладка первого камня прошла в июле 1969 году. О том, что на Каме появится автозавод-гигант, руководство республики словно предвидело, делятся сотрудники Татарстанского госархива. Это фото сделано за год до начала стройки автогиганта. Дорогие товарищи, сегодня у нас с вами рабочий праздник. Первый секретарь татарского обкома на должности 19 лет. За это время построены Камская ГЭС и Нижнекамская нефтехим. Запущен Казань-Оргсинтез. Появился целый город, это набережные Челны. Как за это время успеть так много? Некоторые ответы в архивах. Постановление ЦК о мерах по ускорению выпуска грузовиков на КАМАЗе. Документ был подписан уже спустя год после закладки первого камня, и по нему каждая организация должна вносить личный вклад в строительство будущего автогиганта. Документ подписан лично Фикрятом Табеевым. Это в духе Табеева — смотреть далеко вперед и знать, что народу все по плечу. Его назначение на пост руководителя республики в 60-м поддержали единогласно. Фикряту Табееву было всего 32. Молодой, но уже опытный. К тому времени за плечами партийная работа. В архиве отложилось личное дело номенклатурного работника партийного на Табеева Фикрята Ахмеджановича. В личном деле имеются характеристики за различные годы, автобиографии за 58-59 годы. В написанной им биографии еще нет ни слова о встречах с Хрущевым или Гагарином. Космонавт приезжал в Татарию по прямому приглашению Табеева. Ничего и о том, как он убедил Брежнева строить КАМАЗ именно на Каме за долгой партией в домино. Все это случилось уже на должности секретаря обкома, когда писать о Табееве стали уже другие люди. Эти документы представлены в электронном виде. Не все, конечно, часть документов представлена на нашей выставке. То есть любой может зайти, посмотреть, да. Уникальные фото и записи о жизни Фикрята Табеева теперь онлайн. Под стать делам архивные работники увековечили и память. На сайте Татарстанского госархива его 90-летию посвящена отдельная интернет-выставка. Рамиль Шайдуллин, Ольга Нестерова, ТНВ, Казань. Им сегодня не до сна. В КФУ сегодня ночь науки. Студенты, школьники и сами родители стали гостями увлекательных экспериментов, тематических лекций и квестов. Тема – экология. О новых форматах познания окружающего мира расскажет Алина Мусина. В Казанском университете ажиотаж, лекции, мастер-классы, викторины и, конечно, подарки. Узнать о секретах науки и современного эко-мира смогли все неравнодушные. Этот формат еще можно назвать edutainment, то есть мы образовываем и при этом подаем это в такой легкой, интерактивной, игровой форме. Экология – центр мира. Под таким девизом уже во второй раз в университете проходит научная ночь. Спикерами на этот раз стали известные ученые, знаменитые путешественники и преподаватели вуза. Сегодня здесь можно было узнать не только секреты естественной науки, но и научиться спасать людей. Расскажите, пожалуйста, как это делать? Смотрите. 15 движений, и он жив. Об этом должен знать каждый. Руслан Якупов – школьник, но юный возраст не преграда, ведь владеть такими приемами важно и нужно, считает подрастающий спасатель. Очень много интересных экспонатов и новых технологий. Университет не только обсуждал и обучал вопросам экологии, но и представил наглядные пособия. Математика, физика, биология – все, что может раскрыть секреты окружающего мира. Впечатления здесь только положительные. Но я пока еще посетил не все станции, так сказать, но нравится. Секрет природы прост. Все начинается с человека, говорят организаторы. Соблюдая нормы экологии, можно предупредить глобальные проблемы и защитить окружающую среду. Алина Мусина, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. Участников следующей зимней Олимпиады готовят сегодня. В Заинске стартовало первенство России по лыжным гонкам среди юношей и девушек в возрасте до 18 лет. В соревнованиях принимают участие порядка 500 спортсменов из 50 регионов России. Лучших ждут европейские старты. На кого следует обратить внимание уже сейчас? Алмаз Гафиатов.
Учитывая, что на Олимпийских играх в Южной Корее медали завоевали молодые лыжники из России, то внимание к юношескому спорту сейчас особенное. Тем более к играм в Китае через 4 года участники первенства России будут как раз в самом оптимальном возрасте. В ближайших 4-5 лет мы должны, к этому вопросу уже иметь ярких тренеров ярких спортсменов. Потому что задача каждого тренера найти мультиталант. Вот мультиталант надо найти, который способен не только сегодня ярко выступил спортсмен, а даже еще впереди, какая у него перспектива. То есть его надо, этого спортсмена, дальше обследовать. Команда Татарстана на турнире одна из многочисленных. Нашу республику на домашних стартах представляют 11 спортсменов. 6 девушек и 5 юношей. Многие из участников неоднократные призеры всероссийских турниров. Нам очень повезло. По решению нашего президента Федерации лыжных гонок была направлена группа поддержки для того, чтобы поддержать наших спортсменов, россиян, ребят, которые выступают за нашу республику в лице Российской Федерации. Мы были в течение 5 дней на стадионах Кореи, где проводился Олимпийские игры. По итогам юношеского первенства России по лыжным гонкам будут сформированы сборные для участия в международных соревнованиях, проводимых в соответствии с календарем соревнований Международной Федерации лыжных видов спорта. Трасса очень хорошо подготовлена, мне очень понравилось. Лыжня твердая, мороз хороший, так что я думаю, что сегодня будет очень хорошо. Да, не так близко были, но все равно боремся, тренируемся, стараемся лучшие результаты показать. Турнир продлится до 6 марта. В заключительный день запланированы командные эстафеты среди юношей и девушек на 3 и 5 километров. Алмаз Гафиат, Ильшат Аюпов, Альберт Шафигуллин, ТНВ, Заинск. Вечерний эфир ТНВ продолжит программа «Вызов 112». А сейчас прогноз погоды. Всего хорошего. Размялись в зеленом дерби хоккеисты Акбарса перед плей-офф провели заключительный матч регулярного сезона в Уфе. Хозяева выиграли 4-2 и сравняли количество побед в татаро-башкирской схватке. А в битве за Кубок Гагарина стали известны все пары участников. Казанцы в первом туре примут Хабаровский «Амур». Нефтехимик сразится против «Трактора» из Челябинска. Уже в это воскресенье первый матч серии на вылет. Игра в Татнефть-арене против «Амура» стартует в 17:00. Прямая трансляция на наших телеканалах. Главное достойно играть, хорошо играть. Результат придет. Я думаю, что все основное у нас впереди. Сейчас все начинается. Поэтому сплоченным коллективом, единой командой будем двигаться вперед. России по тяжелой атлетике Мария Андреева и Данил Злобин одержали победу на всероссийских соревнованиях в Туле. В первенстве принимали участие 377 атлетов из 58 регионов России. Чемпионат проводился в возрастных группах до 16 лет. Всего по итогам первенства звание мастера спорта получили 9 юношей и 14 девушек, а кандидатами стали 117 спортсменов. Алмаз Гафиатов, ТНВ, Казань. Здравствуйте, поговорим о погоде. Спонсор выпуска — изготовитель корпусной мебели на заказ «Данил Мастер». Вам нужен шкаф-купе? Качественный, недорогой по вашим размерам? «Данил Мастер» исполнит ваше желание. Успейте заказать в марте со скидкой 20%. «Данил Мастер», Казань, Восстание 23, телефон 2167-166. Ну что ж, а теперь о погоде. В предстоящие сутки существенных изменений в погоде не ожидается. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке Татарстана будет малооблачно, пройдет снег, температура воздуха составит -11 градусов. На северо-востоке республики ожидается переменная облачность со снегом, там будет до 12 градусов мороза. На севере Татарстана облачно с прояснениями, снег и -12 градусов. На северо-западе республики временами ожидается снег и до 11 градусов мороза. На юго-западе Татарстана переменная облачность, снег и -10 градусов. В центре республики будет малооблачно, тоже пройдет снег, температура воздуха составит около 10 градусов мороза. В последующие сутки в республике ожидаются осадки и повышение температур. В Казани ожидается переменная облачность, возможен снег, температура воздуха составит около 12 градусов мороза. Ветер юго-восточный слабый. Атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 79%. Магнитное поле Земли спокойное.
ГРК «Татарская усадьба» находится в памятнике архитектуры второй половины XIX века. Здесь можно отведать национальную кухню, посетить галерею народных промыслов, а также остановиться в уютной гостинице. «Татарская усадьба» – национальное гостеприимство в современном воплощении. Татарская усадьба служит примером высокой татарской кухни по старинным рецептам. Только здесь подаются блюда из настоящей деревянной печи. Татарская усадьба – национальное гостеприимство в современном воплощении.